поселке Жатая открыли очередной энергосберегающий дом. В 44 квартиры так называемого умного жилья переедут жители из аварийных домов. Напомним, программа переселения, подписанная Егором Борисовым, работает в Якутии уже не первый год. В текущем году только в поселке Жатая это третий дом, сданный в эксплуатацию. Репортаж Афанасия Николаева. Под потолка-то сыпется вот такое вот расстояние, это от стены и до потолка, считай, вот так вот. Дождь поливает, течет, все по обоям, поэтому я уже устала, конечно. Евгения Белых рассказывает своему первому гостю, вице-премьеру Павлу Маринычеву, о своей старой квартире. После 41 года в деревяшке Евгения Петровна переехала в новую двушку. Причем дом энергосберегающий. Везде счетчики, стеклопакеты и термоизоляция. Хозяйка уверена, на коммуналке получится сэкономить. Вот только пришла и посмотрела, что здесь энергосберегающие лампочки, счетчики водостойкие, там на газ счетчики, все. Я думаю, что будет лучше намного. Экономнее, да. Вот экономнее точно это. И так во всех 44 квартирах и подъездах. А узел ввода и вовсе управляется компьютером. Застройщики заверяют, что во всем использованы хоть и новые, но уже проверенные технологии. На основе этого дома идет узел ввода, да, с программой обеспечения, с выходом на диспетчеризацию, автоматизацию. И он как бы контролирует саму энергопоток, да, тепло. Причем все квартиры сданы под ключ. Кафель, обои, линолеум, сантехника и даже газовые печи уже установлены. Новоселам остается только задуматься о мебели. Еще думаем, куда будем ставить. Все выбирать мебель, искать. Здесь 34,5 квадратов, вот, но это, в принципе, больше, чем у нас было, поэтому есть где разгуляться, есть достаточно просторная кухня, тут вот хоть маленькая, но комната, сейчас поселим детей здесь. Это и есть легкие стальные конструкции. Из таких оцинкованных профилей состоит основа 44-квартирного дома. Причем все эти конструкции помещаются в 4 40-футовых контейнерах, что открывает поистине уникальные возможности для строительства на севере республики. И если такой дом недалеко от Якутска стоит чуть дешевле монолитно-каркасного, то на отдаленном севере технология легких стальных конструкций действительно вне конкуренции. И правительство республики тоже намерено его развивать. Они дают на самом деле серьезное преимущество во времени строительства, это во-первых. И во-вторых, если говорить про строительство именно в северных, арктических, удаленных улусах нашей республики, они дают очень серьезное удешевление с точки зрения оптимизации транспортных расходов при транспортировке строительных материалов. Афанасий Николаев, Семен Васильев, НВК Саха, Жатай.